Хорошая эмоциональная игра с очень интересной командой, которая удача и счастье оказалось все-таки правильное решение, что мозырские ребята стоят во главе команды. В общем-то, я думаю, что Мозырь на правильном пути, и все у них будет хорошо. Конечно, хорошие годы будут. Спасибо большое. Игорь Николаевич, сегодня фланговые защитники Ньюмана, Слабушевич и Биби совершили, соответственно, 2 и 1 кроссы в штрафную площадь соперника. Вот прокомментируйте их действия, достаточно ли этого для современных крайних защитников? Ну, я не знаю, что вы говорите, с чем вы сравниваете, если говорите о современных крайних защитниках. С какой командой. Что касается сегодняшней игры, то кроссы совершают игроки, когда им позволяет команда соперника. Мозырь хорошо оборонялся, поэтому, наверное, не было такой возможности, чтобы сделать больше каких-то национальных передач. Славия нам просто их не дала. Спасибо. Игорь Николаевич, вы сказали, что сегодня не совсем, по вашим словам, хорошо сыграл Волков, но тем не менее он сегодня дал голевую передачу и в целом хорошо себя в этом сезоне проявляет. Вот в связи с этим у вас не было мысли еще пошерстить среднеазиатский рынок и там кого-нибудь найти еще? Чтобы шерстить среднеазиатский рынок, надо какие-то финансовые условия. Волков-то пришел бесплатно и играет практически бесплатно. Если найдешь игрок, он еще и пришел и так далее. Что касается его игры, что, конечно, это очень одаренный молодой человек, его ждет большое будущее. Другой вопрос, что у него хорошие лидерские качества, другой вопрос, что у него в 18 лет свалилось слишком большой психологический груз ответственности. Он сейчас приехал со сборной, где играл в дальние перелеты. Они играли с Нямой и Монголии. Все-таки людям свойственно в таком возрасте немножко звездная болезнь. Поэтому, когда он только прилетел, я его просил, чтобы он не думал, что он обыграл сборную Бразилии и Аргентины. Как его в рамки поставить? Вот сегодня в первом тайме много ошибался, и глаз рук его, по сути, переигрывал на фланге. А так, старался в силу своих каких-то кондиций. Как идет адаптация в Гродно Альберто Марина, все-таки в игровом и бытовом плане, все-таки он игрок с другого континента, и когда ждать от него первого гола? В бытовом плане у Альберто Марина все хорошо. Что касается игрового плана, то, конечно, его игра пока, мягко говоря, меня не устраивает. Было видно по первому тайму. И он делал не то, что надо. Дело в том, что нет Деменга. И Росартин вышел, он, конечно, усилил. Он сделал глубину атаки. Атаки Забелин и Марин открывали все время не на дачу. Вперед бежать не было кому. Старается. Все-таки вторая лига Финляндии и высшая лига Беларуси — несколько разных уровней. Поэтому ему надо, наверное, время на то, чтобы адаптироваться. Игорь Николаевич, позвольте вопрос, немножко выходящий из рамки матча. Вот дублирующий состав Ньюмана идет в лидерах в своем турнире. Вот такое успешное выступление резервистов – это свидетельство того, что у гродненского футбола хорошее будущее. У гродненского футбола неплохое будущее. Почему? И, я думаю, у мозырского футбола хорошее будущее. Есть молодые ребята, сейчас построили интернат, есть ребята, которые уже адаптируются к главной команде, сборники. Конечно, у Гродно хорошее будущее, плохое. Много делает руководство города и клуба для развития инфраструктуры. Поэтому рано или поздно, конечно, надо рассчитывать, учитывая различные финансовые обстоятельства. Конечно, надо рассчитывать в большей степени на своих игроков. У меня одно пожелание такое, наверное, посыл, наверное, не новое для федерации, чтобы, наверное, обратила внимание на судейство. Ни в коей мере не жалуемся, нет, но такой посыл. А по игре, наверное, тут емче не скажешь.
В футбол играла одна команда, а выиграла другая. Так бывает. Всё. Спасибо. Вопросы? Евгений, пожалуйста. Иван Ильич, довольны ли вы тем, как прошла эта пауза? Подтянули ли вы команду? Максимально эффективно удалось ее использовать вот сейчас, на ваш взгляд, после этого матча? Ну, если вы игру смотрели, все за исключением результата, мне кажется, сработало, но Гродно забил на гол больше, вот и все. Спасибо. Валерий? Иван Ильич, отсутствие Шевченко в стартовом составе связано с тем, что он на этой неделе получил нагрузку Много игр молодежной сборной. сыграл полную игру с Норвегией, полную с Кипром, плюс перейдет, поэтому тут нецелесообразно он не готов был играть всю игру. Почему сегодня решили доверить место в воротах Барановскому и в какой мере при определении голкипера ориентируетесь на мнение тренера вратарей? Ну, это, наверное, вопрос больше к главному тренеру, да, потому что тренер вратарей согласовывает, Мартинович уже принимает какие-то определенные решения. Конечно, советуемся. Кто был выглядел лучше на этой неделе в тренировочном процессе, тот и занял место в воротах. Иван Ильич, если не считать техническую победу на торпедо, вот у Славии как вот какой-то мистика, 4 поражения, все с минимальным счетом. Вот, в психологическом плане эта команда не надломит, и нет ли упаднических настроений? Ну, конечно, тяжело, когда ты проигрываешь всего один мяч и не по игре. В каждом матче тяжеловато, но тут один рецепт терпеть и работать, другого тут ничего не придумаешь. Евгений, пожалуйста. Ильич, вопрос. После матча команда подошла к болельщикам. Это было решение спонтанно всей команды, либо вот уже в концовке матча тренерский штаб знали, что вот эта беседа состоится, и как она прошла? Нет, я не подходил, я разговаривал с судьей, а команда, приятно, когда тебя поддерживают постоянно болельщики на выезде дома, поэтому состоялся разговор какой-то, но об этом я с ребятами не общался. И еще продолжение. Вы говорите, разговаривали с судьей, вот эти беседы, здесь просто эмоции, либо на будущее вы считаете, что этот судья уже поступит иначе? Нет, это, наверное, понятно, все это на эмоциях, когда последние минуты, фолы, карточки, удаления. Просто хотелось узнать оценку, трактовку его действий. Нам обсуждать, решение судьи нельзя, поэтому надо посмотреть видео, очень хочется глянуть на 82-й минуте был ли фол на Кострове. Такой момент интересный. Вот только это спросил. Спасибо. Иван Ильич, сегодня получили, в том числе, желтые карточки Нарх и Шевченко за неспортивное поведение. Там разговоры с арбитрами и другое. Вот как тренерский штаб относится именно к немотивированным желтым карточкам, которые впоследствии могут привести к дисквалификации? Конечно, футболист должен быть сдержан, но я считаю, что сегодня такие карточки были, где судья сам упустил нити игры и довел моменты до таких где футболист уже не сдержался эмоционально. Конечно, это неверно, неправильно, но такая игра была боевая, особо обоюдно острая, поэтому показал, наверное, по делу. А существует в клубе наказание за такие немотивированные карточки? Да, мы разговаривали перед началом сезона, но я считаю, что это сегодняшняя игра не тот случай. Валерий, если еще по игре вопросы есть? Иван Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, действия Славии на стандартах, именно у своих ворот, угловых, штрафных, и какая при этом применяется система, зональная, персональная или смешанная? Знаете, не совсем, наверное, корректно раскрывать все карты, потому что мы готовимся к каждому сопернику индивидуально, и в зависимости от того, как он играет в атаке при стандартах, также мы выбираем план на игру, как мы сыграем. Тут мы давно не пропускаем со стандартов, поэтому пока все работает, что-то менять или раскрывать карты, не вижу смысла. Это тема для разговора не здесь, не для пресс-конференции.